Зарета Евлоева работает почтальоншей, и сегодня у нее профессиональный праздник. В 6-м отделении почтовой службы города Назрани она трудится уже 8 лет. Доставить пенсию, пособие, вручить письма и другая работа с клиентами ей по душе, признается Зарета. Как я сюда пришла, это вообще загадочно. Пришла по делам, но попала здесь работником стала. Ну, мне предложили работу, как тут требовалось работника, и согласилась, так как я и раньше работала еще в советское время. Работала оператором, потом семейная жизнь, так, уход за детьми, а потом уже, как уже дети выросли, пришлось для себя вышла на работу. ОПС номер 6 в Назрани начинает свою работу с 8 утра. Они обслуживают население, которое проживает в юго-западном районе города. Получение и отправка писем, посылок, оплата коммунальных услуг. Работники почты в день обслуживают до 100 человек. Главный принцип, чтобы клиенты были довольны качеством обслуживания. Довольно часто, в принципе, сам что-то заказываю и, кроме того, привожу людей. Ищели, наняли. Ряд бы бодрился. Именно, во всяком случае, персоналом. Персонал ряд бы вежливо был. Текущий год стал для Почты России в некотором смысле отправной точкой, позволившей пересмотреть подход компании к клиентскому сервису. Ситуация с эпидемией коронавируса резко усилила спрос на онлайн-сервисы и цифровизацию потребления. Сегодня практически всеми основными услугами почты можно воспользоваться дистанционно на сайте Почты России и в мобильном приложении компании. На сайте, на приложении Почты России можно заказать и посылки, онлайн-доставку, отправку и заказные уведомления, электронные уведомления. Также есть услуга заказные электронные письма. В этом году она превысила более 1 миллиона писем. Эта услуга тоже является актуальной в наше время. Почтовые, финансовые услуги, обслуживание юридических лиц, подписка – все эти сервисы оказываются в электронном виде. К тому же с начала 2020-го общее количество отправок посылок в регионе по сравнению с прошлым годом увеличилось на 15%. Рост числа отправлений стал поводом обновить автопарк. Наш автопарк пополнили 5 новых автомобилей, 3 автомобиля Largus и 2 автомобиля Ford. Это поступление позволило нам улучшить качество работы с населением, улучшить качество доставки, посылок, и также работникам легче работать на новой технике. С начала этого года жителями нашей республики было оформлено более 350 тысяч подписных печатных изданий, а совсем недавно началась досрочная подписная кампания на первое полугодие 2022 года. Оформить подписку можно как в отделении почтовой связи, на сайте и в мобильном приложении Почты России. Микаил Тангиев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.